Август – время активного школьного шопинга. В Симферополе уже заработала школьная ярмарка, где можно купить все от карандаша до формы. И сегодня мы с моими школьниками выясним, какую сумму нужно подготовить на необходимый набор для ученика в этом году. Что нужно первокласснику? Начнем с главного атрибута школьника – рюкзака. Обычно это самая дорогостоящая покупка, ведь выбирают его, рассчитывая, что ребенок отходит с ним не один год, а возможно и всю начальную школу. Стоимость ортопедического рюкзака на школьной ярмарке от 2 до 6 тысяч рублей. Но его еще нужно наполнить необходимыми для учебы принадлежностями. Минимальный чек набора канцелярии – 4 тысячи рублей. В среднем выходит около 10 тысяч, плюс-минус где-то так. А самый минимум это 4 тысячи, вот набор первоклассника, это вот самые маленькие пенальчики, это вот тетрадочки тоненькие вот такие вот, это карандаши, которые, честно говоря, не очень царапают, например, бумагу. В 10 тысяч вы купите хорошие тетрадочки, вот плотная обложка уже, белый лист, все хорошо прочерчено. Также вот, например, подставка, например, вот 1200 подставка, есть подставка 300 рублей. Пенал уже будет не вот такой маленький, а какой-то покруче. Это будет и хороший альбом, это будет мягкий пластилин, карандаши цветные, которые мягко пишут. Вот. Хорошо соберете на 10 тысяч. И, конечно, ребенка нужно одеть. В некоторых школах введена специальная форма, которую заказывают всем ученикам. В других родители покупают ее самостоятельно. В базовый набор для мальчика входят брюки, рубашка и пиджак. Вот такой красивый ученик у нас получился. Стоимость костюма 5600. Рубашечка, модал, очень хорошее качество, турецкое производство, 1200. Галстук 300 рублей. Ткань у нас гипераллергенная, полиэстер 50%, вискоза полиэстер. Ткань сертифицирована исключительно для школьной формы. Такой мальчик у нас получился в 7 тысяч. Также для школы детям необходимо приобрести спортивный костюм, кроссовки, сменные брюки, обувь и футболку. Итого средний чек только на одежду по нашим подсчетам выйдет в 15-16 тысяч рублей. Подготовить к школе девочку еще дороже. Сколько будет стоить собрать девочку? Сарафанчик от 3000, юбочка от 3000, жилеточка 2000, плюс рубашка. У меня представлена только школьная обувь. Обычно берут две пары. Берут вот перфорированную обувь и берут что-то более закрытое. Вот так. Либо кто-то обходится одними туфельками. Обувь стоит 2000. По словам продавцов, в среднем для того, чтобы собрать ребенка в школу, в прошлом году нужно было от 18 до 20 тысяч рублей. В этом году цены остались на прежнем уровне, утверждают они. Может быть, буквально на каких-то, может, 2-3-5%, может быть. А так в основном все. У меня, например, по старой цене. Если это турецкая блузка, допустим, она будет стоить в пределах 1000 рублей, там 1100. Вот. Если это идет российский производитель, 800-900 рублей. Цены остались такие же, даже если есть чуть-чуть подорожание, это вот действительно чуть-чуть. Не сильно изменились цены. Но оптимизм продавцов родители не разделяют. Они считают, что цены на школьной ярмарке значительно отличаются от прошлогодних. Да, цены изменились на порядок выше. В этом году нам сложнее, потому что у нас вот один ребенок идет в 1 класс, второй ребенок в 4. С 4 немножко легче, потому что много чего у нас осталось уже, поэтому нужно только докупить. А вот с 1 классом мы начали с мая месяца потихоньку собираться, потому что, конечно, объем большой, суммы большие. Порядка 20 тысяч мы уже потратили. А что вы уже приобрели? Мы приобрели одежду, спортивную форму, вот нам осталась канцелярия. И то одежда только вот на осенний период. Уже приобрели и портфели, и блузку, и брюки. Цены растут быстрее, конечно, чем зарплаты. Раньше проще было собрать ребенка в школу, сейчас, нужно больше потратить. Проанализировав цены на школьной ярмарке, делаем выводы. Чтобы подготовить детей к школе в этом году, родителям придется в среднем потратить сумму до 25 тысяч рублей.